Молитва– ключ к пробуждению. Скажите, молитва. Я думаю, это одно из краеугольных камней, что ли, той жизни, к которой Бог нас призвал, к молитве. Потому что христианин, который не молится, странный, можно назвать уже без молитвы ничто не происходит. Знаете, Бог двигается через нашу молитву. Бог решил так вот действовать, что когда его народ молится, или когда ты сам молишься, то Бог действует. Но когда ты не молишься, Бог, Он как бы ждет. Он ждет, пока ты не откроешь свои уста, не откроешь свое сердце к Нему, не будешь простираться к Нему. Аминь. Аминь. И знаете, молитва– это очень такая широкая тема. Широкая тема, которая невозможно в одной проповеди как-то все это обхватить. Но поэтому я постараюсь просто некоторые, то, что в моем сердце, то, что оно некоторые аспекты молитвы, чтобы это коснулось вас, чтобы коснулось вашего сердца. Я хочу просто коснуться вашего сердца, чтобы побудить, чтобы это поднялось у всех нас. И это также я не скажу, что я такой крутой там молитвенник. Вот эта проповедь тоже точно так же для меня. Она для всех нас. Я думаю, молитвы не хватает. Вы согласитесь. И вы, наверное, заметили, что мне кажется, одна из таких самых больших атак, что ли, на церковь, это молитва. Судя по тому, сколько людей посещает молитву, и вообще, вы замечали, когда вот ты чувствуешь, что надо молиться, и вдруг возникают разные какие-то моменты. Надо срочно генеральную уборку делать. Срочно надо, какие-то дела возникают. И ты говоришь, ладно, потом помолюсь. Бывало такое? Так и есть. Знаете, молитва, мне кажется, это как финишная цель, что ли, цель Бога, чтобы привести человека вот в это состояние молитвенное. И в Деяниях я вам покажу, это очень интересно, я специально изучил этот вопрос, в эти дни изучал. И, знаете, для меня молитва– это самый быстрый, самый простой, практичный способ, как достичь Бога. Самый простой, практичный способ, как прикоснуться к Богу. Вы хотите к Богу прикоснуться? Мы все хотим. Знаете, для меня самое большое желание быть очень близко с Ним. И молитва– это самый простой, самый эффективный, самый практичный способ, как коснуться к Богу. И многие спрашивают, как Бога услышать? Как Его почувствовать? Молись. Скажи соседу, молись. И ты очень практично, ты очень быстро, ты коснешься Бога. И знаете, нет ни такой инструкции, каким образом. Пункт номер 1, молитва это вот так, молитва это так. Молитва это вот что-то вроде бы ты как бы учишься, как учиться плавать. Как вы плаваете? Знаете, сегодня жаркие дни, и мы иногда ходим туда на пляж, и ты плаваешь. Как ты научился плавать? Не же, как-то вот так вначале что-то там бультыхались, да? Но вдруг ты начинаешь плавать. Молитва это нечто похожее тоже. Нет такой конкретной инструкции, молитва это вот это, вот это, вот это. Ты просто молишься, ты обращаешь свое сердце к Богу, ты можешь глаза закрыть, да? И ты устремляешь свое сердце к Богу. Одно и то, что из того, что есть молитва, я верю, когда ты, твой разум, твои чувства, ты направляешь своему внутреннему человеку, да? Внутренний человек это наш дух, потому что в нашем духе обитает Дух Святой, да? И как только ты обратился к своему духу, ты коснулся Бога. Аллилуйя. И Бог не так далеко на самом деле.
Бог даже написано, что Он ближе, чем наше дыхание. Вот представь, вот ты дышишь, и оно ближе. Господь, Он близко. Но одновременно почему-то нам сложно до Него достичь. Потому что мы привыкли как бы вот мыслить вот старым, как бы вот обыденным нашим мышлением. Мы думаем, что Бог вот так, вот так, вот так. Но Бог не помещается в наши рамки нашего разума и наших представлений о Нем. Но Бог живет в нашем духе. Аминь. Как только ты обращаешься к своему духу, то все, ты касаешься Бога. Ты можешь в одну секунду быть в присутствии Божьем. Я немножко сегодня затрону, как бы, каким образом. И знаете, на прошлом собрании мне очень понравилась как бы мысль такая же. Это что, помните, Алексей, он проповедовал, что в Скинии был жертвенник курения. Да? И была мысль такая, что жертвенник курения, он находится ближе всего к ковчегу, святому святых, там, где Бог. И то есть вывод такой, что чем больше ты молишься, тем ближе ты к Богу. Чем больше ты молишься, тем ты становишься все ближе, ближе, ближе к Богу. Я думаю, все герои веры, которые описаны в Библии, они люди молитвы. Они общались с Богом в молитве. Даниил, он молился, постился 21 день, и тогда к нему пришел ангел. Многие там, все герои веры, кого не назови, все они были молитвенниками. Они общались с Богом. И тогда происходили вот эти чудеса и знамения. Аллилуйя. Знаете, примерно в 1500 годах была такая королева Шотландии, как ее звали, Мария Стюарт, по-моему, да? И она, и в то же время начиналось вот это пробуждение, и там был проповедник Джон Нокс, и знаете, она говорила, я боюсь молитв вот этого человека больше, чем всех армий Европы. Вот такие слова она говорила. Представляете, вот он молился, и она боялась его молитвы больше всех армий Европы. Представляете, какая сила в молитве может быть? Ты можешь своей молитвой просто делать историю. Когда мы учились в библейской школе, у нас Ингрид Лилия, она вела молитвенное как бы, собрание. И она говорила, мы в какой-то день, у нас была группа молитвенная, и мы делали историю, говорит. Мы молились, и происходило то, что, как мы молимся. Видите, какая сила в молитве? Это мощная сила. Но молитва почему-то, я думаю, враг Божий, дьявол, он пытается вот просто вот, чтобы в церковь она не молилась. Или эта молитва была очень такая вот, совсем малюсенькая. И я слышал истории, когда бывший сатанист, он обратился к Богу. И этот сатанист, вот его служение сатане было такое, что вот он выходил из своего тела, он впадал в транс, и выходил из тела, и вместе с бесами и демонами они шли, как бы летели, как бы в духе, да, и они угошали силу молитв церкви. И он говорит, церкви разные, говорит, есть. У одних, когда церковь молится, это вот очень слабое, вот так вот что-то там. Они даже и про них ни туда не идут даже. Потому что это оно само собой как бы развалится. Или будет иметь вид жизни. У других, говорит, молитва вот так вот, что-то поднимается, как дым. Поднимается, как дымок такой, да? Помните, как фимиам, да? Фимиам, он поднимается, но доходит до потолка, и это, говорит, как над каждым городом все равно есть завеса такая. И не может пробиться. И такие молитвы тоже легко угасить. Их цель была угасить молитву церквей. Но, говорит, есть церкви, у которых молитва как огонь, говорит, вообще. Огонь, который просто до небес, просто такой столб огненный. И это очень такие сильные молитвы, против которых практически невозможно устоять.
И говорит, в один момент, а, вот он тоже в одной из таких заданий дьявола, получается, тоже где-то там в Африке. И там была группа, говорит, и она молилась, и их молитва была как огненные. Представляете, это вот, ну, это сверхъестественные вещи. Это не думайте, что это сказки какие-то рассказываю. Это реальные случаи из духовного вообще мира вообще. И говорит, вот они сражались, и до того сражались они, что он физически буквально провалился через вот с этого духовного мира, получается, прямо посреди этих молитвенников, он прямо туда упал. И знаете, какие у него слова были? А все-таки они победили. Вот с такими словами он провалился сквозь крышу, что ли, я вот представляете, что вообще происходит? И он увидел, ну, по-моему, он обратился тогда к христианству. Он увидел, что молитва это очень сильная. Аминь. И молитва это сила, сила церкви. Скажите, молитва это сила церкви. Чем больше церковь молится, чем она сильнее. Духовная сила. Духовное влияние, авторитет, он рождается в молитве. Кэтрин Кульман была такая евангелистка. Она, ну, очень мощно тоже двигалась в Духе Святом. И ей спрашивали, ну, в чем секрет твоей силы? Как бы? Знаете, она даже не молилась вот так. Она просто начинала, она приглашала Духа Святого, и Дух Святой приходил, и люди прямо исцелялись, даже на расстоянии ничего. Вот такая сила была. Она могла пройти через какую-то комнату, и люди падали от ее присутствия. Просто вот, даже просто она не говорила, что она проходит. Она проходила через столовую, например, и люди падали и каялись. Вот такое Божье присутствие было в ее жизни. И говорили, в чем твоя сила? И знаете, сейчас я покажу как бы вот силу, мою силу. В чем моя сила? И она говорит, идите сюда, корреспонденты. Как бы. Она приглашала корреспондентов. Так, и корреспонденты, сейчас мы найдем секрет ее силы. И она куда-то там в подвал, открывает подвал, а там женщины в основном, бабушки там молятся. И говорит, вот моя сила. Вот моя сила где. Но и она сама тоже была молитвенницей. Аллилуйя. Слава Господу. Иакова 4:8. Давайте посмотрим местописание. Иакова 4:8. Приблизьтесь к Богу. Приблизьтесь к Богу и приблизиться к вам. Так, я не взял. Можно я это самое? Телефончик дашь, Оля? Нет, просто коротко. Я хочу полностью читать Библию. Приблизьтесь к Богу и приблизиться к вам. Смотрите, Бог как бы говорит, Он зовет, Он говорит, хочешь, как бы вот, хочешь силу Божию, приближайся к Нему, приближайся к Нему. Для этого нужно заплатить цену своего времени, цену своего, как бы вот, обратить свое сердце, это же нужно какое-то усилие. Аллилуйя. Аллилуйя. Еще местописание посмотрим. 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 17 стих. Самое короткое, тоже одно из самых коротких стихов Библии. Написано: непрестанно молитесь. Скажите, непрестанно молитесь. Это что такое? Это что, непрестанно я должен что-то говорить Богу? Ну, наверное, не только это. Не просто механическое говорение. Знаете, это непрестанно ты свое сердце направляешь к Богу. Ты можешь на языках помолиться, например. Молитва на языках тоже очень, очень эффективная молитва. Ты можешь коротко что-то сказать вот такое, во что ты веришь. Например, я часто быстро, коротко говорю: Господь, я в Тебе, Ты во мне. Коротко, быстро. Я не длинно, не так сильно люблю, как бы вот, да. Коротко: Господь, Ты во мне. Или вот так: Господь, Ты со мной. Прямо сейчас Ты со мной.
вот внутри меня, даже сейчас, когда я проповедую, я могу молиться как бы. Ты со мной, ты здесь. Все коротко. Аллилуйя. Знаете, Бог обличал фарисеев, Он говорит, вы лицемерно долго молитесь, на краю угла специально становитесь, и перед народом вы лицемерно долго молитесь, и Бог не приемлет как бы такой молитвы. То есть, смотрите, вот есть, уже мы начинаем, как бы, не надо как бы перед Богом какие-то вот шоу устраивать. Будь искренним, смотрите, искренним перед Богом. И смотрите, непрестанно молитесь. Что в нашей жизни мы можем делать непрестанно? Дышать. Дышать. Смотрите, мы дышим непрестанно. Так ведь? Даже когда спим, мы дышим. И это аналогия того, что вот Бог же сказал через Павла, что непрестанно молитесь. Непрестанно. Другими словами, будьте всегда на связи с Богом. Господь, я с тобой на связи, ты здесь, я с тобой, ты во мне. Аминь. И ты как бы вот, у нас, знаете, вот есть старая натура, вот ветхий наш человек, у него вот плотская натура все время как бы хочет как бы уходить от Бога, да? И ты как бы делаешь усилие, стоп. Господь, ты со мной, я в тебе, ты во мне. Аллилуйя. Аминь. Знаете, был такой человек, Бытие, откроем. Бытие 5 глава, 24 стих. Бытие 5, я хочу полностью прочитать. Бытие 5, 24. Ага. Ну, можно с 21. Енох, да? Енох жил 65 лет и родил Мафусала. И ходил Енох перед Богом по рождению Мафусала 300 лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Еноха было 365 лет. И ходил Енох перед Богом, и не стало его, потому что Бог взял его. Аллилуйя. Енох ходил перед Богом, написано. И вот он так ходил, что в один момент Бог взял его. И знаете, вот те, кто с ним рядом были, возможно, думали, ну какой-то странный человек. Когда идет, он, наверное, руки вот так делает еще как-то вот. Что-то бормочет по себя, как бы, да. Странный какой-то человек. И знаете, я думаю, что Енох непрестанно молился. Это возможно. Он, наверное, говорил, Господь, я иду, ты со мной, Господь. А Господь ему в ответ, я держу тебя за правую руку. Аллилуйя. И знаете, как Лестер Самрал сказал, что вот он ходил, и в один момент Бог ему говорит, Енох, хочешь, я тебе город покажу? Хорошо, Господь. И, знаете, Бог его, хоп, в один момент, небесный Иерусалим, хоп, в одно мгновение Бог его взял. До того близко ходил Енох с Богом. Он, наверное, я думаю, вот знаете, вот это общение, оно потихонечку, оно нарастает. Аллилуйя. Это чудно. Это как будто Бог дает вызов. Хочешь вот так близко с Богом ходить? Молись. Ты можешь непрестанно молиться. Я всегда говорю, что это вообще высший пилотаж, когда ты в любое время с Богом. Даже когда ты делаешь обычные дела, ты с Богом. Ты делаешь вместе с Богом. Аллилуйя. Как там написано, все делайте во имя Иисуса Христа, да? Все делайте. Даже обыденные вещи. Слава Господу. Знаете, это тренировка духа. Молитва – это не просто свод каких-то слов ты повторяешь, как мантру. Не так уж я верю в мантру. Можно выучить наизусть, как бы, и ты как робот.
Но есть ли сердце в этом? Да? Но если ты прилагаешь к этому сердце, то да, я согласен, тогда эта молитва, она настоящая. Но если просто ты как по графику. Но с одной стороны, теперь я скажу вот такую вещь, да. Это, знаете, подобно вот как вот первый класс, второй класс, третий класс. В первый момент, да, действительно, может быть, ты ставишь расписание. Утром я должен во столько-то, там, днем или вечером. Вот, например, ты можешь вот так вот, как график какой-то, например, сделать. Ну, я скажу, так, ну, это как первый класс получается. Да, и это необходимо поначалу, потому что мы, люди как бы довольно рассеянные, мы можем забывать, мы можем отвлекаться, и тогда ты как бы строишь график, и ты молишься. Да, до первого раза это может быть хорошо и нужно даже. Но по мере твоего роста в Боге, молитва не становится просто графиком. Молитва это становится жизненным, жизненно необходимой вещью. Точно так же, как ты дышишь. Ты же не по графику же мы дышим, правильно? Правильно, мы же так, сейчас я дышу. Это потом собой у тебя становится. Ты можешь спонтанно говорить: Господь, ты со мной. Прямо сейчас ты со мной. Аллилуйя. Аллилуйя. Ты мое дыхание, Господь. Когда важное что-то должно событие произойти, Господь, ты со мной прямо сейчас идешь. Аллилуйя. У тебя такое как бы привычка начинает наступать. Аминь. Аллилуйя. И когда это становится твоим просто потребностью, да, потребностью. Это как царь Давид, да? Знаете, не случайно Бог царя Давида, он назвал мужем по сердцу моему, да? Смотрите, притча 41, 2 стих написано: «Как лань желает потоком воды, так желает душа моя к Тебе, Господи». Какие классные слова, да? Вот именно царь Давид, он написал такие слова: Господь, вот моя душа, она желает к Тебе. Как лань желает к потокам воды, Господь. Вот так, точно так же душа моя желает к Тебе. Смотрите, его сердце было полностью на распашку к Господу. В нем, в Тебе, Господь, моя сила. В Тебе моя жизнь. Аллилуйя. Вот Давид был мужем по сердцу Божьему. Я верю, одно из того, что у него сердце было полностью просто открыто к Богу. Какой бы он мужем по сердцу Божьему не потому, что он такой идеальный был. Он далеко по сравнению с другими праведниками не такой уж и идеальный человек был. У него убийства были, и прелюбодейства были, но при всем этом его сердце, оно было полностью вот прямо нараспашку к Господу. Как лань желает потоком воды. Сегодня песня была, да, что Господь, Ты мой пастырь. Ты мой пастырь. Это Давид написал. Аллилуйя. О, Ты покоишь меня на злачных пажитях. Давид написал. У тебя такое сердце? Господь, хочешь вот такие сердца? Знаете, вот это больше всего, мне кажется, радует Бога, когда наши сердца, они просто вот, ну, Господь, Ты моя жизнь, Господь. Аллилуйя. Слава Господу. Я верю, молитва – это, конечно, чего Бог желает вообще во всей нашей жизни. Чтобы мы вот в конце концов пришли к молитве. Мы прошли, наша христианская жизнь начинается с рождения свыше, да? Мы рождаемся свыше, мы начинаем пребывать в учении, да? Но в конце концов, когда ты все понял, оказывается, вот так вот, оказывается, моя жизнь, ну, вообще безбожная жизнь была, да? А оказывается, Бог есть, оказывается, Он вообще должен быть в центре.
И Он действительно поселился внутри меня. И тогда, как ответ на все это, ты приходишь к этой молитве, как конечная цель. Когда Бог создал человека, и человек согрешил, человек ушел от Бога. Но через Иисуса Христа, да, через смерть и воскресение Иисуса Христа, Бог все восстанавливает. Я верю, Адам и Ева, они тоже были вот просто, Господь, они общались с Богом. Вся жизнь их была, весь их взор, все внимание было на Господе. Я верю в такое, Адам и Ева. Они жили в раю, и они там общались с Богом. Но через грехопадение все это ушло. Но теперь все Бог возвращает. И Бог возвращает в эту молитву. И знаете, пусть не будет молитва, это не что-то религиозный ритуал, правильно? Молитва – это не религиозный ритуал. От религиозных ритуалов можно устать. Это не верю в это я. Молитва – это жизненная потребность. Это то, чего желает Дух твой. Твое сердце на самом деле желает молитвы. Но нас все время сатана и наша собственная же плоть обманывают. Это, говорит, это такая рутина. Это вот, надо заставлять себя там молиться. Ну ладно, буду молиться. И ты молишься, да? Ну ладно, поначалу может быть и так. Ну что делать-то надо? Поначалу может быть и так. Потому что наша плоть крайне испорчена, написано, что сердце человеческое, оно крайне испорчено. Ну что делать? Надо, Вася, да? Но в Царстве Божьем никак не надо, Вася. Надо, или должен. Должно наконец появиться я хочу, я стремлюсь к тебе, Господь. Я хочу познать тебя. И ты начинаешь молиться. Знаете, чудесные молитвенные проходят. Мне очень нравятся молитвенные собрания. В эту пятницу каждую неделю выходит, вы замечали, выходит вывеска. Кто видит эту вывеску, поднимите руки. Ну, действительно, я хочу узнать, вы, может быть, действительно не в курсе просто. Может быть, не в курсе. Ну, как-то мало. Ну, неужели не видно, что ли, там в группе? Каждую пятницу в 7 часов идет призыв на молитву. Ну, не громкий, там, просто реклама, да? Кто был на молитвенном собрании вот в эту пятницу? Было хорошо, да? Хорошо. Мне понравилось. Такое ощущение, что прям Бог пришел, и прямо огонь Божий просто был. И прямо хотелось молиться. Вот, просто мы вошли в присутствие Божие. Знаете, я верю, вот что такое счастье? Счастье быть в Божьем присутствии. Счастье быть в Божьем потоке. И мы песню поем «Жить в твоей реальности», да? Жить на твоей высоте. С тобою двигаться в радости. Аллилуйя! Многое теряете. Приходите на молитву. Вы почувствуете Бога почувствуете. И для человека нету ничего. На этой земле, на этой планете Земля нет ничего славнее, чем быть рядом с Богом. Наслаждаться Богом. Наслаждаться Его присутствием. Нет ничего. Наркотики даже не идут в сравнении с Божьим присутствием. Ничто в этом мире не сравнится с Богом. Но как Бога? И самый практичный способ – это молиться. Поэтому молись. Дома молись. Знаете, есть индивидуальная молитва. Мы все призваны к молитве. Ты можешь иметь тайную комнату, да? Как Иисус говорил, войди в комнату твою, затвори дверь и помолись Отцу Небесному. А есть общая молитва церкви. Это уже другой уровень, это другая сила, это намного сильнее, чем твоя личная молитва. Когда мы вместе, потому что, знаете, когда вот одна спичка горит, она вот так. Когда мы вместе собираемся, это как просто костер и огонь. Аллилуйя. Поэтому призываю вас, приходите на молитву, не пренебрегайте. Иакова 4:3, давайте посмотрим.
Якова 4:3. Просите и не получаете, потому что просите для своих вожделений. А, В конце концов, мы должны прийти к осознанию, что моя жизнь – это не моя жизнь. Это жизнь, в конце концов, мы должны сказать, что Господь, Ты моя жизнь. Мы вот по старой привычке хотим, Господь, вот моя жизнь, так, ну ладно, иногда Ты приходи ко мне, как бы вот, ну, там, помоги мне. Когда мне надо, вот я у Тебя попрошу, и Ты мне дашь. Мне нужно вот это, мне нужно то, мне нужно это. Давай, Господь. Не похоже ли это как на манипуляцию? Это похоже, как будто Бог ты, как автомат Кока-Колы, так, тык, там, монетку бросил, и кола тебе пришла. Это совсем перевернутое представление о Боге. Не мы должны Бога, говорить, указывать, что делать, а мы должны сказать, Господь, вот я, что Ты хочешь от меня? Вот такое должно представление. Но мы по старой привычке говорим, Господь, мне нужно то, мне нужно это, мне нужно то. И мы как будто указываем Богу. И Бог, ну ладно, на. Это странный, даже родители земные, они не все же подряд своим детям вот так вот делают, правильно? Дети, повинуйтесь своим родителям, написано, да? Вот точно так же мы должны повиноваться Богу. Аллилуйя. То есть, смотрите, наше представление, Бог, я прошу тебя, и ты как автомат мне как бы. Еще мы какие-то там что-то как-то манипулируем, словом можем манипулировать. Но в конце концов у нас должно поменяться вот это мышление. Мы должны сказать, Господь, я просто твой сосуд. Ты, Господь, господин. Разве он не господин? Аллилуйя. Мы же говорим, Господь же говорим, да? Раз он Господь, то он повелевает, не мы. Аллилуйя. И теперь сразу тут же сатана. Вот он господин, он сейчас тебе то даст. Он тебе ты должен вот это, вот это. Не-не-не. Ну, для плоти, может быть, да, но для духа твоего это радость. Это высшая радость причем. Высшая радость и наслаждение быть в Божьем потоке. И Он Господин, Он начальник, совершитель веры, Он источник, от Него все идет, все это сила, это река Божья идет. И наше призвание быть в русле этой реки жизни. Но иногда мы хотим, так, вот мой престол, я хочу то творю, да? А Бог, ты мне иногда помогай. Смотрите, как все исказилось все. Как сатана все исказил. Он придумал все это суету. Научил нас жить без Бога. Согласитесь. Есть жизнь, без Бога. Но это не настоящая жизнь. Это всего лишь суррогат, который ничего ни к чему хорошему не приведет. Мы должны стремиться сказать, Господь, Ты мой Господин, Ты моя жизнь. Аллилуйя. И поэтому молитва, как Яков говорит, просите, не получайте, потому что просите для своих вожделений. То есть, когда я становлюсь центром, мое я, оно в центре, и тогда не получаем ответы, потому что я в центре всего. Бог должен быть в центре. Мое я должно, наоборот, там, сбоку. В центре, на троне Божьем, на троне сидит Господь, на троне моего сердца должен сидеть Бог. Слава Господу. Поэтому один из ответов. Почему нет ответов на молитву, да? Ты посмотри на свое сердце. И какой твой мотив, да? Мотив для себя, там, богатеть в себя, там, я, мне, мое, да? Вот тогда, Бог не отвечает. И мы удивляемся, Господь, ты же обещал. Мы почему-то начинаем ругаться на Бога, да? Поэтому не совершаем такие ошибки. Это не соответствует Божьему
домостроительству, Божьему генеральному плану. Божий генеральный план, чтобы мы вошли в Его поток, где Он на троне, а мы в Его потоке. Все. И в этом счастье для нас. В этом счастье. Теперь я скажу. Неплохо, допустим, Господь, я хочу автомобиль новый, например, да? Да? Это неплохое желание. Я теперь не говорю, что не желайте там ничего там, да? Будьте там как аскеты какие-то. Нет, это нормально желать там автомобиль там или там квартиру. Ну, ты подумай, в чем мотив. Ты можешь сказать так: Господь, я хочу автомобиль, чтобы я мог еще больше служить Господу. И я думаю, это хорошее желание тогда. Бог может дать. Хорошо, сын мой, вот тебе новый автомобиль, и тогда ты больше служишь Господу. Это на благо царства идет. Но если ты только для себя, то оно может стать не очень хорошо. Смотрите, все упирается в волю Божью. Все упирается в волю Божью. А воля Божья, она всегда связана с верой. Вера, она никогда не бывает вне воли Божьей. Вера исходит из Слова Божьего, да? А Слово Божье, оно всегда связано с волей Божьей. Я не могу это не связанные понятия. Вера, воля Божья, Слово Божье. Давайте посмотрим Матфея, 21 глава, 21 стих. 21. Матфея, 21 глава, 21 почитаем. Иисус же сказал им в ответ: «Истинно, истинно говорю, если будете иметь веру и не усомнитесь, не только сделайте то, что сделано со смоковницей, но и если и горе сей скажете: поднимись и вернись в море, будет все, чего не просите, и все, чего не просите в молитве с верою, получите». Как будто вот так вот, все, что угодно, вот я попрошу, все угодно, как будто. Пусть там сегодня будет там дождь, или пусть сегодня, или я сейчас вот прыгну, например, да я полечу, я же верю. Я полечу или не полечу? Скорее всего, я упаду здесь, и вы будете меня там откачивать. Не все. Почему не все? Тут есть ключевое слово с верою. Вера должна быть. Причем вера не моя, вера Божья. Вера Божья. А вера Божья, она всегда связана со Словом Божьим. Ефесянам 2:8 посмотрим. Там Павел говорит: «И сие не от вас Божий дар». Вера, которую мы имеем, она не наша, оно как подарок. Почему-то вы все, я пришел к Богу. Почему? Потому что вера тут образовалась. Кто-то мне проповедовал, и вера появилась. Это не моя заслуга. Это Бог решил подарить просто мне веру. Это Божий дар. Ефесянам 2:8. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не отдел, чтобы никто не хвалился». Смотрите, вера, это Божий дар. Это от Бога приходит. Слава Господу. Оно связано со Словом, да? А Слово всегда связано с волей Божьей. С волей Божьей. То есть истинная вера всегда совпадает с волей Божьей. Можно сказать, что вера равно Божий взгляд, Божьи глаза. Вера равно Божий взгляд. Или можно сказать, вера – это равно доверие Богу. Вера равно доверие Богу. Верования разные бывают. Тут язычники тоже, вот недавно тут Исех был, они тоже верят. Но это другая вера совсем. Они там верят солнцу, они верят огню, поклоняются, там, что-то там, жертвы какие-то делают. Но мы верим в Бога, правильно?
Можно сказать, Слово Божие равно воля Божья. Слово Божье, Писание, да? Библия, драгоценное обетование равно воля Божья. И тогда мы делаем вывод. Смотрите, молитва, она только возможна в рамках воли Божьей. Вывод простой. Молитва, она в рамках воли Божьей. Если то, что я прошу, не в воле Божьей, скорее всего, ответа не будет. Поэтому не делайте никаких ошибок. Бывает даже, получается, даже наоборот. Ты просишь там, а получается все наоборот. Бывало такое? Ты что-то просишь, а все наоборот получается. Это результат того, что мы не по воле Божьей, не по Божьим планам, мы не по вот этой реке жизни. Ты вышел из потока. Можете быстро записать 1 Иоанна 5,14. И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим по воле Его, Он слушает нас. Он слушает. Да? Слава Господу. Аллилуйя. И теперь, смотрите, когда мы пребываем в Слове, то мы начинаем познавать Его волю. Когда мы читаем, мы вникаем, во что читаем, да, Библию, мы начинаем познавать волю Божию. И тогда ты просто, у тебя из сердца выходят эти слова. И ты, получается, молишься по Слову Божьему. И в пятницу, когда мы молились, просто вырываются вот эти слова из места Писания. Я говорю: Господь, Ты с нами, Ты в нас, Ты посреди нас. Это слова Божьи. И мы молились за церковь, мы молились за вообще, чтобы Бог двигался. Аллилуйя. Иоанна 15:7 можете тоже записать. Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелайте, просите, и будет вам. Теперь я хочу немножко затронуть групповую молитву, когда мы вместе, когда мы церковь. Я думаю, вот этого нам не хватает в церкви, да? Слово, да, слово проповедуется, но молитва в церкви, нас вместе, оно должно усилиться. Оно должно усилиться. Деяния, 2 глава, 41 стих посмотрим, да? Деяния 2:41. Первая церковь, смотрите, чем занималась. «Итак, охотно принявшие слово, его крестились, и присоединилось в тот день душ около 3000». Мощная церковь, большая. Первая церковь, 3000 человек, да? И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, преломлении хлеба и в молитвах. И Алексей, он проповедовал, что на первом месте это учение, да? Это слава Богу, так и должно быть. И я думал, вот учение, я согласен, учение должно быть на первом месте. Потому что без учения, всякий человек, мы в разные стороны можем просто. У каждого свои представления, да, и мы можем просто быть разделены, но мы вокруг учения, да. Но я думал, интересно, молитва, как будто на последнем месте, да, на последнем месте. Как будто Бог что, умоляешь молитву, что ли? В конце не молились, да. Они пребывали в учении, в общении, преломлении хлеба и в молитвах написано. И знаете, пришло вот это понимание, что в первую очередь, конечно же, учение. Потому что если неправильное учение, то и молитвы будут вообще не в ту степь вообще. Согласитесь. Когда мы пребываем в общении, вот это учение, оно усиливается. Мы когда общаемся, особенно на домашних группах, мы начинаем
вот это вот слово начинаем перебирать, вот так, какие-то вопросы могут быть, и мы разбираем это слово. То есть общение тоже очень важно. Поэтому будьте в общении. Если ты еще не в домашних группах, просто будьте в домашних. Там хорошее общение. Преломление хлеба. Мы начинаем понимать, что вот сегодня мы будем делать вечерю. Это центр вообще нашей веры. Что произошло на кресте, пролилась его кровь, и его тело было ломимо за нас. И мы вкушаем, да? Мы вкушаем его тело, и мы пьем его кровь. Это центр вообще нашей веры, можно сказать. Но смотрите, как только и человек, когда делает хлебопреломление, он соглашается, да? Соглашается с учением, соглашается он в общении. И теперь, смотрите, и хлебопреломление, и как итог, можно сказать, как итог, человек должен прийти к молитве. Это все, как цель, как цикл замыкается на молитве. Если в конце концов, если мы не пришли в молитву, тут не хватает. Да, есть общение, да, есть учение, но если нету молитвы, не хватает тогда. Не хватает конечного цикла. Молитва – это венец, это цель. Цель всего, цель учения, цель общения, цель преломления. Молитва – это венец всего этого. Это как итог. Согласитесь, вот так и есть. Но если молитвы нету, то итога нету. Еще не достигли, значит. Церковь, она еще не достигла. Да, молится маленькая группа людей, но в основном, как бы, большая часть, оно почему-то нету в молитве. Тогда чего-то не хватает. Вот и вы прислушайтесь к своему внутреннему сердцу. Не хватает, чего-то не хватает. Не хватает молитвы. Есть это. Есть. Согласитесь. Да, вот воскресное собрание, классно, здесь все здесь происходит. Чего-то же не хватает. Итога какого-то не хватает. Молитвы не хватает, на самом деле. Молитвы. И слово, и молитва – это две. Слава Богу за молитвенное собрание. Сестра как бы видела видение, что как поезд едет, да, на двух рельсах. И один рельс – это Слово Божье. Локомотив – это как церковь. Второй рельс – это молитва. И вот этот один рельс – это вроде как бы нормальный. А вторая, она уже хочет сломаться. Но как бы Бог дает видение. Бог дает видение. Не хватает молитвы. Поэтому давайте, ребята, усилимся в молитве. И тогда будет завершенность. Вот тогда и молитва сильная, и слово, и общение такие классные, и разные там мероприятия там, молодежные, все хорошо. Но молитва молитва это очень важная. Это очень важно. Если вы как-то пренебрегали молитвой, там кто-то там молится, то это неправильно. Это враг посеял что-то в наше сердце. Слава Господу. То есть, смотрите, учение что делает? Формирует знание воли Божьей. Так ведь? Учение. Слово Божие формирует знание воли Божьей. Общение, оно все это углубляет, все это закрепляет. Общение. Да? Преломление хлеба – это сердцевина. Да? Сердцевина нашей веры. Иисус умер и воскрес, и мы вкушаем Его тело, и пьем Его кровь. Молитва – это венец. Молитва – это твоя реакция. Это твоя и моя реакция на все, что вот Бог сделал. В учении мы начинаем понимать, вот так оказывается. Оказывается, я неправильно как бы жил вообще. И мы начинаем как бы свою жизнь как бы подстраивать под это учение.
общение, все это укрепляется. И как итог, в конце концов, я прихожу в молитву практичным образом. Слава Господу. Аллилуйя. Поэтому молитва, она как будто в конце стоит, но она подытаживает все. Оно без него, без молитвы, что учение, что общение, оно незавершенное и недоконченное. Без молитвы это будет все сухо очень, будет просто очень все теоретизированное, и не так уж и все практичное будет. Все будет не так благословлено Господом. Но когда в конце концов мы помолимся, мы придем в эту молитву, то будет завершено. Это как точка. Конечная точка, это ты в молитве все промолил. Ты научился, ты все это разжевано все. Ты знаешь, что Иисус умер на кресте, да, все ты понял. И в конце концов, как точка, ты приходишь в молитву. Как практичный итог, ты соединяешься с Господом. Молитва – это соединение просто с Господом. Аминь. Аминь. Давайте встанем.